Здравствуйте, уважаемые ребята! Мы продолжаем уроки мировой истории. С вами я, Бигмурзаева Ака Казриталиевна. Тема урока «Вторая мировая война». Сегодня на уроке мы должны разобрать вопросы: возникновение фашизма, приход нацистов к власти в Германии, усиление агрессии на Востоке, усиление агрессии на Западе, Мюнхенское соглашение, военные действия 1939 года и военные кампании 1940 года. Для закрепления темы прошлого урока «Первая мировая война» предлагаю вам пройти небольшой тест. Сколько стран принимало участие в Первой мировой войне? Варианты ответов: 32, 25, 38, 20. Правильный ответ: в Первой мировой войне принимало участие 38 стран. Кем впервые было применено газовое оружие? Османской империей, Францией, Японией, Германией. Правильный ответ: впервые газовое оружие было применено Германией. 18 января 1919 года начал свою работу Совет Лиги наций, Ассамблея Лиги наций, Вашингтонская конференция, Парижская конференция. Правильный ответ: 18 января 1919 года начала свою работу Парижская конференция. Какие изменения территории Германии произошли в результате заключения Версальского договора? Передача Франции левого берега Рейна, Польши, Силезии. Раздел Германии на зону оккупации между США, Францией и Великобританией. Демилитаризация Эльзаса и Лотарингии, признание независимости Чехословакии и Австрии. Возвращение Франции, Эльзаса и Лотарингии, передача территорий Польши, Дании и Бельгии. Правильный ответ: возвращение Франции, Эльзаса и Лотарингии, передача территорий Польши, Дании и Бельгии. Против каких политических взглядов позиции Англии и Франции использовали новые европейские государства после окончания Первой мировой войны? Реваншизма Германии и колониальных претензий США, коммунизма в СССР и колониальные претензии США, реваншизм Германии и коммунизм СССР, колониальные претензии США и реваншизм Японии. Правильный ответ: реваншизма Германии и коммунизма в СССР. Я думаю, что вы успешно справились с тестом, а теперь переходим к новой теме. Война вызвала оживление национализма в большинстве стран. В одних случаях национализм использовался как средство мобилизации людей для достижения военной победы. В других он был необходим для укрепления основ вновь возникших независимых государств. К нему обращались и те, кто потерпел поражение в войне или считал себя обиженным и искал виноватых. Но главным общим основанием националистических настроений были идеи исключительности и превосходства одного народа над другими. Часто они перерастали в чувство национальной вражды и нетерпимости. В рассматриваемый период эти идеи получили широкое распространение в общественной и политической жизни ряда стран. В некоторых случаях это привело к далеко идущим историческим последствиям. Фашизм возник в Италии. С марта 1919 года в Италии стали создаваться фаши ди комбаттимента – боевые союзы. Их участников, большей частью бывших фронтовиков, объединяли крайне националистические, шовинистические взгляды, неприятие социалистических идей, стремление к сильной власти. Возглавил движение Бенито Муссолини, имевший к тому времени определенную политическую известность. Муссолини критиковал политику социалистической партии. Суждение о том, что Италию незаслуженно обошли при разделе добычи между странами-победителями, было очень популярно в то время. Программа организации фашистов, которая была еще немногочисленна, была рассчитана на завоевание поддержки широких народных масс. Осенью 1919 года фашисты начали создавать вооруженные отряды, куда входили офицеры-фронтовики, националистически настроенные мелкие собственники, студенты. Националистическая и антирабочая направленность движения, призывы к сильной власти привлекли внимание правящих кругов. Движение стало получать финансовую поддержку. Это еще больше воодушевило фашистов. Осенью 1921 года движение оформилось в национальную фашистскую партию, которая начала открытую борьбу за власть в стране. В некоторых городах происходили стычки рабочих с фашистами. Муссолини выступил с требованием предоставить фашистам места в правительстве. 28 октября 1922 года вооруженные колонны, одетых в черные рубашки фашистов, двинулись в поход на Рим.
У центральной власти не хватило решимости для борьбы. С согласия короля Виктора Эммануила Муссолини 30 октября 1922 года занял пост премьер-министра Италии. В тот же день фашисты устроили торжественное шествие по улицам и площадям Рима. В последующие годы в Италии была создана система тоталитарного фашистского государства. Власть сосредоточилась в руках Дуччи, вождя Муссолини. Все политические партии, кроме фашистской, были распущены и объявлены вне закона. Вводилась смертная казнь для противников режима. Фашистская идеология и культ Дуччи утверждались во всех сферах жизни общества. В эти же годы возникло национал-социалистическое движение в Германии. Произошло это в Баварии. Здесь активизировались левые силы, провозгласившие республику. Появились и праворадикальные организации, в том числе и немецкая рабочая партия, состоявшая первоначально всего из нескольких человек. Осенью 1919 года в нее вступил ефрейтор Адольф Гитлер. Вскоре партия была переименована в национал-социалистическую немецкую рабочую партию НСДАП, а Гитлер стал ее председателем. В борьбе за политическое влияние нацисты использовали и силовые методы. С 1921 года стали создаваться военизированные подразделения нацистской партии, так называемые штурмовые отряды СА, одетые в коричневую форму со знаком свастики. Осенью 1923 года обостряется политическая борьба в Германии. Гитлер при поддержке своих сподвижников попытался совершить государственный переворот. На митинге в одной из мюнхенских пивных 8-9 ноября 1923 года он объявил правительство низложенным, а себя диктатором. Пивной путч был подавлен, а его организаторов посадили в тюрьму. Там Гитлер написал свою книгу «Майн кампф» «Моя борьба», ставшая потом известной. После освобождения Гитлер берется за восстановление своего движения, завоюет поддержку электората и к началу 1930-х годов становится безусловным лидером нацистской партии. 25 февраля 1932 года Гитлер назначается на должность атташе при правительстве министров в Берлине. Это дает ему немецкое гражданство и позволяет участвовать в выборах, потому что от родного австрийского гражданства Гитлер отказался еще в апреле 1925 года. 13 марта 1932 года в предвыборной гонке на президентский пост Гитлер занимает второе место после Пауля фон Гинденбурга, набрав 30,1% голосов. Через 3 месяца, 4 июня 1932 года, на выборах в Рейхстаг партия НСДАП одерживает победу, получив 37,85% голосов или 230 мест. 30 января 1933 года президент Гинденбург назначает Гитлера рейхсканцлером, главой правительства Германии. Это ознаменовало собой конец немецкой демократии. Опираясь на идеи расизма и авторитаризма, нацисты отменили основные свободы и начали строительство народного государства. Заняв пост канцлера Германии, Адольф Гитлер со стремительной быстротой добился однопартийной диктатуры и организовал силы полиции, необходимые для проведения нацистской политики. Он убедил Кабинет министров ввести чрезвычайное положение и отменить свободы личности, включая свободу печати, слова и собраний. Люди потеряли право на неприкосновенность частной жизни. Теперь власти могли читать их корреспонденцию, прослушивать телефонные разговоры и обыскивать частные дома без соответствующего предписания. Гитлер проводил свою политику через террор. Его осуществляли нацистские штурмовики. Десятки тысяч молодых безработных мужчин поступили на службу режиму, соблазнившись высоким заработком, чувством товарищества и привилегированным положением в обществе. 2 апреля 1934 года умирает президент Гинденбург. Его полномочия передаются Гитлеру, само президентство упраздняется. И с 1934 года Гитлер стал фюрером Германии. Парижская мирная конференция 1919 года и заключенный на ней Версальский договор не смогли гарантировать предотвращение новых войн, потому что тяжелые, унизительные условия мира для Германии подтолкнули общество к идее реваншизма и восстановления прежнего могущества. Недооценка экономических проблем послевоенного устройства мира, желание ограбить побежденных, а не способствовать восстановлению их экономики, показали противоречивость Версальско-Вашингтонской системы.
В начале 1930-х годов в мире сложились два очага агрессии. На западе угроза исходила от Германии, а на востоке – от Японии. Поговорим о Японии. В 1931 году Япония захватила Манчжурию. В 1933 году Япония вышла из Лиги наций. В 1937 году вторжение японской армии в Северный Китай. В 1938 году вторжение в Монголию. В июле-августе 1938 года произошел вооруженный конфликт на территории СССР в районе озера Хасан. И в 1939 году произошел вооруженный конфликт, его еще называют необъявленной войной, продолжавшийся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии. Заключительное сражение произошло в последних числах августа и завершилось полным разгромом 6-й отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября. Уже в 1933 году Германия покинула Лигу наций, а в 1935 году в одностороннем порядке вышла из Версальского договора, восстановила всеобщую воинскую повинность и быстрыми темпами стала наращивать производство вооружений. В 1936 году Германия ввела войска в Рейнскую область. Гитлер заявил о необходимости объединить все территории, на которых проживают немцы. По сути, это было заявление о пересмотре границ в Европе. В ноябре 1936 года Германия и Япония заключают антикоминтерновский пакт о совместной борьбе с коммунизмом. В 1937 году к нему присоединилась Италия. Так сложилась ось Берлин, Рим, Токио, и появились страны оси. В ночь с 11 на 12 марта 1938 года германские войска в соответствии с планом Отто вторглись на территорию Австрии. Австрийская армия, получившая приказ не оказывать сопротивления, капитулировала. Австрия вошла в состав Третьего рейха и отныне именовалась Остмарк. 13 марта был опубликован закон о воссоединении Австрии с Германской империей, и в тот же день Гитлер въехал в Вену. На стене городского собора фюрер приказал выбить слова: «Этот город представляет собой в моих глазах жемчужину, и я дам ей оправу, которая будет ее достойна». Германия присоединила Австрию 12-13 марта 1938 года. С 29 по 30 сентября 1938 года в Мюнхене проходила конференция с участием премьер-министра Великобритании Чемберлена, премьер-министра Франции Деладье, рейхсканцлера Германии Гитлера и премьер-министра Италии Муссолини. Участники конференции поставили Чехословакию перед ультиматумом освободить и уступить Судетскую область в течение 10 дней. Представители Чехословакии не пригласили к обсуждению, им сообщили уже готовое решение. Чехословакия лишалась Судетской области, населенной этническими немцами. Это была 1/5 часть территории, 5 миллионов человек и 33% промышленности. Подписанное соглашение получило в истории название «Мюнхенский сговор». Политика умиротворения – это особая разновидность внешней военной политики миролюбивых государств, основанная на компромиссах и уступках агрессору, в расчете удержать его от применения крайних мер и нарушения мира. Как показывает исторический опыт, такая политика обычно не давала ожидаемых результатов. Напротив, чаще всего она побуждала потенциального агрессора на более решительные действия и в конечном счете влекла за собой подрыв системы международной безопасности. Характерным примером этого является Мюнхенское соглашение 1938 года, которое не остановило фашистскую Германию, а наоборот подтолкнуло ее к развязыванию Второй мировой войны. 15 марта 1939 года Германия, нарушая Мюнхенские соглашения, оккупирует всю Чехословакию. На чешской территории создается немецкий протекторат, а Словакия, в которой установился пронацистский режим, объявлена независимым государством. В 1938 году у Литвы была захвачена Мемельская область, Клайпеда. Только после нарушения Гитлером Мюнхенского договора в западных странах начинает осознаваться необходимость более жесткой политики. И на случай дальнейшей агрессии Германии, Великобритания и Франция дают военные гарантии Польше.
Зимой 1939 года Германия потребовала от Польши возвратить город Данциг, Гданьск, а также предоставить ей право сухопутного и морского транзита через Данцигский коридор, разделявший Восточную Пруссию с остальной частью Германии. Польша ответила отказом, после чего Германия начала подготовку войны против Польши. В апреле 1939 года для недопущения очередной агрессии по инициативе СССР начались переговоры между СССР, Великобританией и Францией о военном союзе против Германии. Однако они не принесли результата из-за взаимного недоверия сторон. Англия и Франция по-прежнему рассчитывали избежать новой войны на европейском континенте и столкнуть СССР с фашистской Германией. Кроме того, Польша возражала против возможного ввода советских войск на ее территорию. К единому и окончательному решению переговоры не привели. А 23 августа в Москву прибыл Риббентроп, и в ходе переговоров со Сталиным и Молотовым в ночь на 24 августа были подписаны Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол, определивший сферы интересов сторон в Восточной Европе. Этот договор получил название «Пакт Молотова-Риббентропа». Договор заключался на 10 лет. 1 сентября 1939 года – начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу, получившее название «Операция Вайс». Предусматривался разгром Польши в ходе молниеносной войны Блицкрига с дальнейшей переброской войск на запад. Против Польши было сосредоточено 2/3 сухопутных сил вермахта. 16 сентября столица Польши Варшава была окружена и сражалась до 28 сентября. 17 сентября 1939 года Красная армия вошла на территорию разгромленной Польши с востока. Польша была разделена. Между СССР и Германией появилась общая граница – линия Кирзона, зафиксированная Советско-германским договором от 28 сентября 1939 года, который назывался «О дружбе и границах». После вторжения Германии в Польшу Англия и Франция 3 сентября 1939 года объявили войну Германии. Покончив с Польшей, Германия стала перебрасывать войска к франко-германской границе. Туда же подтягивались французские и английские части. Но никаких активных действий в этот период англо-французские войска не вели. Такое положение называют странной войной. Она продолжалась до мая 1940 года, пока Германия не начала свое наступление на Англию и Францию. Советско-финская война, называемая еще Зимней войной или Неизвестной войной, она длилась с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года, 105 дней. Это был вооруженный конфликт между СССР и Финляндией. Еще летом 1939 года в СССР был разработан план нападения на Финляндию. Причинами войны стали желание СССР обезопасить Ленинград в случае возможной войны и отодвинуть финскую границу на несколько десятков километров. В обмен СССР предлагал финнам вдвое большую территорию в Северной Карелии, в таежных районах. 30 ноября 1939 года советские войска перешли границу Финляндии. В этот же день советская авиация совершила налет на Хельсинки. Линия Маннергейма. Это комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой длиной 135 километров. Создавался в 1920-30-х годах на Корейском перешейке для сдерживания возможного наступления со стороны СССР. По итогам войны граница была отодвинута от Ленинграда на 120-130 километров. В распоряжение СССР на 30 лет поступил полуостров Ханка, что улучшило положение Балтийского флота. СССР получил полный контроль над Ладожским озером, но ухудшилось международное положение Советского Союза, он был исключен из Лиги наций. Произошло сближение Финляндии и Германии, и СССР понес огромные потери со своей стороны. Безвозвратные потери были около 130 тысяч человек, санитарные – около 265 тысяч человек. Посмотрите на периодизацию Второй мировой войны. Историки выделяют 5 этапов Второй мировой войны. С сентября 1939 года по июнь 1941 год это был начальный период войны.
второй период с июня 1941 по ноябрь 1942 года – расширение фашистской агрессии на восток и нападение на СССР. С ноября 1942 до декабря 1943 года был третий период войны. Он характеризуется как коренной перелом в войне. Четвертый период был с января 1944 по май 1945 года – разгром фашизма в Европе. И последний заключительный этап был с мая 1945 года по 2 сентября 1945 года. Это был завершающий этап войны – разгром Японии. Новые операции Германия начала 9 апреля 1940 года, оккупировав Данию и Норвегию. 10 мая 1940 года немецкие войска вторгаются в Нидерланды, Бельгию и Люксембург. Операция завершается 14 мая. Реализуется план Гельб. Также 10 мая 1940 года немецкая армия начинает наступление на Францию, что означало окончание странной войны. 25 мая 1940 года свыше 300 тысяч британских и французских солдат, окруженных немцами в северо-восточной Франции, начинают эвакуацию из Дюнкерка. Операция называлась Дюнкерской, и она завершается 4 июня. 22 июня в Компьенском лесу, в том же вагоне, в котором было подписано перемирие 1918 года, был подписан акт о капитуляции Франции. Компьенское перемирие 1940 года. Маршал Петен передал Германии большую часть страны, а сам удалился в городок Виши. Франция разделялась на две части. Северная была оккупирована Германией, в южной сохранялась власть французского правительства и небольшая армия, которая проводила прогерманскую политику. С демократией во Франции было покончено. 1 августа 1940 года Гитлер издал директиву номер 17 о проведении широкой воздушной войны против Англии. Началась битва за Англию. Операция получила название «Морской лев». Она стала первой военной кампанией, в которой участвовали исключительно вооруженные воздушные силы и силы противовоздушной обороны. Основными целями немецких бомбардировок являлись прибрежные конвои, морские базы и английские аэродромы, объекты наземной инфраструктуры и объекты, имеющие большое политическое значение. С наступлением сезона дождей и туманов поздней осенью авианалеты на Британию прекратились. Гитлер решил продолжить войну в 1941 году. 27 сентября 1940 года подписан Тройственный пакт между Германией, Италией и Японией о военном союзе. Это был договор о дружбе и разграничении сфер влияния. Сложилась ось Рим, Берлин, Токио. Летом 1940 года в войну вступает Италия. Италия ведет бои против Англии, Восточной и Северной Африки. В октябре 1940 года Италия вторглась в Грецию, захватила ее. 18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву номер 21 о войне против СССР, получившей название «План Барбаросса». На этом мы заканчиваем первую часть темы «Вторая мировая война». И в заключении урока хочу предложить вам ответить на вопросы теста. Попытка захвата власти нацистами в 1923 году вошла в историю как «Пивной путч», «Ночь длинных ножей», «Ночь Валтасара», «Варфоломеевская ночь». Правильный ответ – попытка захвата власти нацистами в 1923 году вошла в историю как «Пивной путч». Захват Гитлером Чехословакии означал крах политики умиротворения, ликвидацию Народного фронта во Франции, спад национально-освободительного движения в колониях, начало гражданской войны в Испании. Ответ. Захват Гитлером Чехословакии означал крах политики умиротворения. Укажите дату начала Советско-финской войны. 30 ноября 1938 года, 30 ноября 1939 года, 30 января 1940 года, 30 января 1939 года. Правильный ответ – начало Советско-финской войны было 30 ноября 1939 года. Как назывался план нападения немецких войск на Польшу? Блау,
Грюн, Вайс, Рот. План нападения немецких войск на Польшу назывался план Вайс. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание.